Это «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Для реализации национального проекта «Производительность труда» под учредительством Министерства экономики нашей республики создан региональный центр компетенции в сфере производительности труда. Его деятельность направлена на устранение потерь на средних и крупных предприятиях за счет передачи сотрудникам этих предприятий опыта, знаний, навыков, применения инструментов бережливого производства и практик. Гость нашей студии Егор Петров, руководитель автономной некоммерческой организации «Региональный центр компетенции в сфере производительности труда республики». Егор Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а вот нацпроект «Производительность труда» существует? Какие цели он преследует? Основная цель нацпроекта — это повышение производительности труда и прирост этого показателя на предприятиях средних и крупных, на крупных средних предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не менее чем на 5% ежегодно. Он состоит из двух федеральных проектов. Первое — это системные меры, это более общий проект. Он направлен на снижение административной нагрузки, на подготовку управленческих кадров, на финансовые меры поддержки. И второй проект — это адресная поддержка, то, чем занимается непосредственно наш центр компетенции, работа с предприятиями, обучение бережливому производству и создание экосистемы бережливого производства, я бы так сказал, путем реализации проектов и обучения сотрудников. Это как раз все, о чем говорят KPI, soft skills, hard skills или что-то другое? Ну, да, бережливое производство — это концепция управления, суть которой заключается в том, чтобы путем улучшений всегда совершенствовать производственный процесс и производить как можно больше качественной продукции, затрачивая при этом наименьшее количество ресурсов и усилий. Угу. Скажите, а есть ли какие-то итоги, которые можно было подвести уже в 2023 году, в 2023 году по реализации нацпроекта? Да, мы 2023 год достаточно успешно завершили. На данный момент 22 предприятия республики являются участниками нацпроекта в целом. Было обучено более 500 сотрудников инструментам бережливого производства. Достаточно хороший задел, я думаю, создали. Что касается нашего конкретно регионального центра компетенций, нам удалось поработать с 6 предприятиями, на которых мы не только успешно реализовали какие-то физические проекты, но и смогли достаточно глубоко, я считаю, погрузить сотрудников в культуру бережливого производства. А с какими планами вступили в 2024-й? 2024 год — это год трансформации. В данной итерации нацпроект, скорее всего, завершится, но мы должны также охватить 6 предприятий в этом году, обучить не менее 60 сотрудников и обучить также 12 инструкторов по бережливому производству на этих предприятиях. Угу. Егор Сергеевич, скажите, какие основные критерии участия в национальном проекте? Любое ли предприятие может... Основных критериев всего 3. Первое — это выручка за предыдущий год от 400 миллионов рублей. Второй — это деятельность в какую-либо из базовых несырьевых отраслей. Это у нас сельское хозяйство, торговля, транспорт, строительство, обрабатывающее производство. И третий критерий — это доля участия иностранного капитала в уставном капитале не более 50%. Угу. Каких успехов удалось достичь нашим предприятиям? О каких-то конкретных цифрах определенного предприятия я, конечно, сказать не могу, но если говорить в общем, то результаты достаточно хорошие. Нам удалось сократить время протекания процесса, это время, за которое выполняется работа, на 20%, увеличить выработку каждого сотрудника почти на 30% и уменьшить запасы в потоке, это замороженные деньги получается, на более чем на треть. Ну, если привести пример условный, вот, например, сотрудник на каком-то определенном участке за 10 минут готовил 10 деталей каких-то, и у него рядом всегда были запасы на 100 рублей, которые стоят 100 рублей, то после проекта он за 8 минут готовит 13 деталей, и рядом с ним лежат запасы на 70 рублей. То есть мы сейчас говорим же не только о Якутске, но и о всей республике в целом? Да, да. Ну, это я говорю конкретно о участниках нацпроекта, да. О тех 6 участниках, с которыми мы поработали. В среднем у них вот такие показатели. То есть работа с предприятиями проходит довольно хорошо? Да, достаточно успешно. А в чем тогда заключается функционал экспертов регионального центра компетенции?
участие предприятия в проекте длится в целом 3 года, и эти 3 года разбиты на 3 основных фазы. Первая фаза — это диагностика, первые 3 месяца после подписания соглашения об участии, когда мы обучаем сотрудников предприятий, совместно с ними изучаем все детали процесса, длительность операций, вовлеченность сотрудников, количество запасов, которые лежат в этом потоке, да, и ищем потери, ищем проблемы и разрабатываем план мероприятий по устранению этих потерь. Вот это этап диагностики. Следующий этап. Во время этапа диагностики, также отмечу, наши сотрудники находятся на предприятии 3-4 дня в неделю в зависимости от нагрузки. Следующий этап — это внедрение. Он длится также 3 месяца, когда предприятие уже более самостоятельно план мероприятий реализует, который мы разработали совместно. Наш сотрудник приходит 1 раз в неделю для общей какой-то координации, там где-то помочь, где-то посоветовать, где-то, может, какие-то изменения внести в план мероприятий и так далее. И затем 2,5 года — это этап тиражирования, когда предприятие самостоятельно инициирует проекты, самостоятельно их реализует, но при необходимости они нам звонят, пишут, мы там им стараемся помогать. Получается, наш функционал как регионального центра компетенций в том, чтобы погрузить предприятие в тему бережливого производства, обучить и выпустить там самостоятельный путь. Ну и для каждого предприятия, учитывая специфику деятельности, разрабатываются свои планы. Да, конечно. Мы 5 отраслей у нас в национальном проекте, плюс при этом каждое предприятие находится в какой-то абсолютно своей ситуации. 2 одинаковых ситуаций у нас никогда не было еще. Поэтому, да, для каждого предприятия с учетом их специфики, с учетом специфики деятельности самого предприятия, какие-то свои планы разрабатываются, свои какие-то отдельные мероприятия придумываются. А бывало ли такое, что когда план уже готов и начинают приступать к реализации, что-то все равно дойдет как-то не так, и приходится искать какие-то методы по выполнению пунктов другими способами? Конечно, потому что работа предприятия — это все равно живой процесс, да, и план мероприятий — это тоже живой документ, который не так, что там его написали, там директор принял, и все, четко по нему идем. Всегда там какие-то корректировки приходится вносить, где-то сроки сдвигать, где-то какие-то другие мероприятия придумывать. Там, если это связано с закупкой чего-то, там это зависит не только от самого предприятия, но и от поставщиков. Поэтому какие-то решения все равно приходится где-то что-то придумывать время от времени. Но в целом такого немного, потому что на этапе диагностики, чем более качественный проведен анализ, да, чем лучше найдены и определены потери, тем более такие применимые мероприятия к ним придумываются. Вот, кстати, о применении. Были ли какие-то яркие запоминающиеся решения, которые были применены на практике? Да, были. Сразу хотелось бы уточнить, что наш проект — это не про что-то глобальное, да, там, это не постройка нового цеха, не покупка новой производственной линии. Это скорее про какие-то небольшие, но достаточно регулярные улучшения, которые позволяют повысить удобство и результативность работы сотрудников. Так вот, мы работали, например, с предприятием ООО «МИП Сахэнергоэффект» по производству сэндвич-панелей. Достаточно хороший проект получился, предприятие активно включилось в работу, такая живая рабочая группа была. И у них достаточно большая работа была проведена по повышению эргономичности цеха. И там был у одного из сотрудников был рабочий стол, очень большой, такой хороший рабочий стол, но проблема была в том, что рабочий стол стоял у стены, он был очень широкий, тянуться было неудобно, соответственно, этот стол использовался только наполовину. Так вот, сотрудникам этим же самым, да, была предложена идея стол распилить пополам, сварить его уголком, за счет чего рабочая площадь, рабочая поверхность у этого сотрудника увеличилась практически вдвое, а место, которое он сам вместе со своим столом занимал в цеху, уменьшилось в 1,5 раза. Вот это один из примеров таких примечательных решений, я считаю, потому что это решение было быстрое, оно было недорогое, и оно оказалось достаточно эффективным. Интересно получается, все гениальное просто. Да. Скажите, а вообще в целом бывают ли какие-то затратные проекты для предприятий? И если да, то какие ресурсы на это требуются?
Ну, сразу отмечу, что участие в национальном проекте для предприятий абсолютно бесплатное. Это государственная, получается, поддержка, одна из форм господдержки. И мы стараемся работать с теми потерями, которые не требуют каких-то крупных финансовых вложений. В рамках проекта мы там не предусматриваем, опять же, там, постройку нового цеха, да? Мы работаем с тем, что есть. Это могут быть какие-то закупки, но они достаточно небольшие бывают обычно. Это там стол где-то купить рабочий, или там шкаф для сотрудников, там, новый набор инструментов. В целом все зависит от желания и возможностей самого предприятия. Ну и, естественно, самое ценное, что есть у каждого, это время. Да? Мы работаем совместно с рабочей группой предприятия, соответственно, занимаем их время, все равно приходится их отвлекать от основной деятельности, либо дополнительно их нагружать. Но стоит понимать, что эти затраты по времени потом в будущем окупаются. Вот мы на 20% сократили время, которое затрачивается на процесс. Да, это же мы его вот сейчас сократили, и все, он всегда теперь будет там быстрее работать. Соответственно, это все окупается в дальнейшем. Так что я бы не сказал, что этот проект какой-то очень суперзатратный. Скажите, а в целом что может дать предприятию участие в нацпроекте? Я бы сказал, что это может дать повышение конкурентоспособности и финансовой устойчивости за счет того, что предприятие внутренние резервы свои изыскивает, да, по повышению эффективности деятельности, не занимает где-то на внешнем рынке, нигде у кого-нибудь даже не занимает денег, например. За счет этого они быстрее начинают производить продукцию, они больше производят продукцию, повышается качество продукции. За счет всего этого увеличивается их конкурентоспособность и устойчивость. Плюс еще, как отмечают многие участники нацпроекта, не только в республике, а в целом по России, одним из главных итогов участия в проекте стало изменение отношения персонала к своей работе. Ну, то есть люди стали более вовлеченными. Они уже не просто там сидят в свое рабочее время, они вносят уже предложения по улучшению, они стараются работать эффективнее, они стараются работать лучше и быстрее. Да? Они понимают, что они часть большого механизма, и от их работы зависит уже там деятельность всего предприятия, соответственно, они больше вкладываются, чтобы предприятию было лучше. И вот это изменение отношения к своей работе и изменение сознания сотрудников, вот это, наверное, один из основных итогов участия в нацпроекте и один из основных плюсов, которые предприятие может получить. Сейчас, тем более, у нас достаточно такой значительный дефицит кадров отмечается. Согласно многим исследованиям, там многие предприятия испытывают кадровый голод, и, соответственно, каждый сотрудник сейчас вдвое более ценен, да, и нужно повышать его ценность путем большего вовлечения в работу компании. Ну, я думаю, в первую очередь об этом должен подумать работодатель. Благодарю вас, Егор Сергеевич, за то, что пришли к нам сегодня в студию, нашли для нас время и ответили на волнующий вопрос. Спасибо вам за приглашение. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.